Друзья, спасибо вам огромное за ваши отклики, за ваши отзывы. Мы выложили как-то на канале Республика новость в виде фотографии о том, что происходит возле Национального музея Республики Тыва. Такая вот выставка поделий из дерева, если это можно так назвать. Сегодня мы сюда специально приехали, чтобы отснять для подписчиков нашего канала, не проживающих в Кызыле, а в нашей республике в Кажунах, чтобы вы увидели, что здесь происходит. Сейчас мы пойдем это все и отснимем специально для вас. Как вы видите, над одним, так сказать, изваянием работают несколько человек. Они его шкурят, они его полируют, и они его потом еще будут красить, да, наверное, будут? Они еще его покрасят. Вот. А это что изображено? Это музыкант? Или что? Музыкант, да? Играющий на национальных инструментах. Вот такая тема. Культура в Туве очень сильно развита, поэтому это хорошо. Пойдем дальше. Тувинские мастера славятся не только на всю Сибирь, но и на весь мир. Посмотрите, какой замечательный воин монгольский. Насколько происходит процесс металлизации его кольчуги. Я думаю, он еще будет обрабатываться для того, чтобы не потерять свои свойства. Пойдемте дальше. Это национальный лучник, который, наверное, пойдет на охоту или перед охотой тренируется. Как нынешние спортсмены разбираются, он тоже делает разминку перед тем, как кого-то вальнуть из своего супер крутого лука. Пойдем теперь вот сюда, смотри. Вот эта сторона для меня очень интересна. Денис Павлович, снимаю очень детализированно. Смотри, насколько много интересных вещей. Ножик, фактура. Вот с этой стороны, смотри, уже видно, оказывается, здесь прослеживается. Чуть дальше отойди, Денис Павлович, чувствую камеру. Смотри, копыта. Это лошадь, садик на лошади. Получается, лошадь повернула голову, видимо, ее так зовут, что она не выдержала. Это воин, 100%. Да? Это воин. Блин, крутой подарок, отвечаю, надо подумать. Еще иди сюда, вон там еще, смотри, что есть. Вот, смотри, извините. Так, а это мудрец, раскуривающий трубку. А это кто? Это мушец. Это, короче, мудрый старец и его внук. Можно так сказать, да? Да, он рассказывает ему какую-то сказку. Вон, это орел или коршун летает. Короче, вот как-то так. Настоящая мистика. И вот то, что вот вообще тоже крутое. Смотри, вот тоже воин. У него национально вот это вот на высоте пики национально вот эти вот штуки идут. Как вот Чингисхан с монгольской армией шел в атаку. Он, короче, вот такие воины полмира и захватили, по сути. Судя по возрасту, это уже не молодой воин. Он уже на опыте, наверное, полмира прошел, да? Да, у него, видите, такая боевая, получается, меч, сабля, что это, даже целых две. Он, видимо, вот так их вынимает и пошел, короче, месить. И вот такой замечательный легкий щит. Заметим, что в азиатских древних государствах были очень легкие щиты, которые помогали в бою быть очень мобильными. Они были легенькие, аккуратненькие, позволяли бить соперника очень быстро. Ну и символ Тувы, конечно, это мудрый орел или коршун, да, это что-то такое. Очень крутая композиция. Самое, что интересно, смотрите, как все прорисовано. Это быть надо настоящим мастером, просто настолько четко, мощно вообще. Сапоги стопудово из натуральной кожи, которые никогда не промокали, они всегда сухие, правильно? Поэтому в этом плане, уважаемые друзья, просто нереально. Вот еще раз говорю, выставка 100 лет ТНР, тувинские мастера самые топовые в Сибири. Всем респект. Так, мы идем дальше. Вот смотрите, вот такая замечательная есть такая фигура. Это получается у нас траву косит он. Видимо, готовит запасы для своих будущих, так сказать, коровок, буренок, барашков. Вот мы приехали чуть поздновато, но тем не менее, видите, уже здесь убираются. Видите, посмотрите, как процесс идет.
Вот, я так понял, это будущая фигура лучника. Вот его такой замечательный лук. Видите, да? Смотрите, как проходит процесс обработки. Смотрите. Видите сюда? А для того, чтобы процесс может быть лучше, его вот так обдувают. А это фигурка кого? Моего дедушка. Вашего дедушки фигурка. Ничего себе, как круто. Я думаю, я думаю, дед был бы доволен вами. Ничего себе такое делать, произведение искусства. А на самом деле, что это? Это на самом деле создатель древнеримского алфавита. Серьезно? О, как круто. Вообще молодец. Ладно, пойдемте дальше. Здесь уже работают. Вот, такие косички. Смотри, какая детализация. Денис Павлович, обрати внимание. Посмотрите. Я так понял, она уже пропитана. Снимай дальше. А вот это получается у нас два мудреца. Я только что был свидетелем того, как его пропитывали вот специальным составом. Для того, чтобы оно имело крепкость, долговечность. Правильно, да, говорю? Его пропитывают специальным составом. Пойдем, там еще дальше есть, пойдем. Вот эта фигура привлекла для меня наиболее такой интерес у меня вызвала. Это, если мне память не изменяет, похож очень на скифа. Вот. Видите, у него такой специальный кнут. Какая тоже детализация. Ну и постоянно атрибут скифский. Это его кинжал, нож. Сзади получается у него, видимо, со шкуры. Вот такая тема. Тоже будет пропитываться, все будет делаться. Это вот такая тема. Иди сюда. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, канал Республика. Это вы для чего сейчас красите? Пропитываете, чтобы для чего? А сам материал, само дерево сейчас сильно сырое или оно уже высохшее? Из чего это делается вообще? Какое дерево это? Лиственница или что это? А, это листвяк, да? То есть, получается, это лиственница, она очень прочная порода дерева. А лиственница это тувинская или привозная? А, местная даже лиственница, ничего себе. А сколько приблизительно может стоить такое произведение искусства? Вот я, допустим, захочу подарить своему отцу. Сколько это стоит будет? Приблизительно хотя бы. 100 тысяч где-то, да? Ну то есть с работой, шлифовкой, с покраской, столько денег. Вот и до. Поэтому, друзья, вы можете такие подарки делать своим родителям, дедушкам, родственникам, близким, какие-то супер подарки. А это национальный тувинский инструмент, я забыл, как он называется. Как? Бил. Вот это инструмент, на нем играют. А струны у него, получается, из чего делают? Струны? Из конского волоса. Да, да. Из конского волоса. Кстати, хочу сказать, что эта выставка посвящена столетию образования Тувинской Народной Республики. И тувинские мастера прославляют этот замечательный солнечный край на всю нашу страну. С вами был канал Республика, я Роман Тамоев. Не теряйтесь. Все, мужики, от души, спасибо.